Почему в России мужчины по статистике живут в среднем на 10 лет меньше женщин? Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, тем более, что в Башкортостане началась неделя сохранения мужского здоровья. Я представляю гостя в студии. Ринат Сафин, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, врач-уролог, андролог Ринат Талгатович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ринат Талгатович, у нас с вами сегодня такая тема, как здоровье, мужское здоровье, как его уберечь. Но и в первую очередь, я уже говорила в своей подводке о том, что мужчины в среднем по статистике живут на 10 лет меньше женщин. Почему? Как вы думаете, это биология или все-таки нежелание ухаживать за своим здоровьем? Ну, здесь много факторов. Если рассуждать именно со стороны медицинской, то, конечно, у мужчин есть такая черта, много работают, мало уделяют внимания своему здоровью, но и это, к сожалению, конечно, приводит к некоторым проблемам, которые могут также повлиять на смертность, раннюю смертность мужскую. Также связано это с большими нагрузками, стрессами. Все тоже может вылиться в какие-то клинические проявления, какие-то заболевания. Но вот среди мужчин бытует еще такое мнение, что настоящий мужчина по врачам не ходит, пока не умрет. Вот это вот терпение. Есть у него край, как думаете? Конечно, есть, и терпеть нельзя. И мы всегда говорим своим пациентам, особенно если есть боль, терпеть нельзя никогда, и надо этот дискомфорт, эту боль предотвратить. Нельзя доводить до такого момента, когда у тебя начинает болеть. И, к счастью, в наше время очень много инструментов и возможностей, чтобы это дело предотвращать и жить спокойной, нормальной жизнью. Вот самое страшное слово в вашем ответе – это инструмент. Вот какие инструменты? Ну, по слову инструменты я подразумеваю какие-то комплексы инструментальных тех же обследований, лабораторных, те же осмотры основные. Основной наш инструмент – это и есть осмотр врача той или иной специальности, компетентности, который нужен именно этому пациенту. Вот. Ринат Талгатович, вот мы в этой студии очень часто встречаемся именно с докторами, которые занимаются женским здоровьем, которые занимаются мужским здоровьем, не так часто. Но именно, как вы считаете, вот ваше мнение, сейчас в диспансеризацию ходит именно репродуктивное обследование. Вот ваше мнение, своевременно, актуально? Конечно, очень своевременно. По исследованиям с 2017 года идет снижение рождаемости у нас в России. И, конечно, мы большое внимание уделяем женскому здоровью, но иногда обходя вниманием именно мужчин. Но именно в плане беременности мужчина тоже играет основную роль. И в плане этого сейчас у нас обследуются пациенты всех возрастов, и во всех категориях мы находим те или иные патологии, влияющие именно на репродукцию. Ну, а если взять именно категорию мужчин 35-40 лет, вот какие, может быть, есть, выделите 3 важных анализа, которые нужно сделать, ну, кроме флюорографии, для того, чтобы понимать, вот был этот срез, что все в порядке, ну, или есть какие-то проблемы? Определенные анализы, они входят в рамку в диспансеризацию взрослого населения. Основные клинические анализы – это общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Уже из этих общих анализов мы можем делать какие-то первые выводы, чтобы в дальнейшем направлять пациента на дополнительные, более углубленные обследования, на консультации врачей. Я думаю, именно с них нужно начинать, чтобы в дальнейшем продолжить обследование и, возможно, лечение. На что еще нужно обратить внимание? Конечно, нужно обращать внимание на те сигналы, которые подает наш организм. То есть, если мужчина понимает, что он стал резко уставать, может, какие-то болевые ощущения, до болевых ощущений есть и дискомфорт. Дискомфорт в половых органах, в мужских, в области таза. Даже иногда бывает такое, что потеря аппетита является признаком того, что что-то не то. Поэтому в любых случаях, когда человек понимает, что что-то меняется, и что-то меняется не в лучшую сторону, конечно, нужно обращаться за помощью. Если говорить отдельно про вес, который лишний вес, который, к сожалению, сейчас присущ и мужчинам, и женщинам, но мы говорим сегодня о мужчинах, вот что делать в этом плане? Лишний вес, он мешает не только психологически, но, конечно же, и физически. Начиная от банальной усталости, то, что лишние килограммы на себе таскать это непросто.
И в то же время лишний вес влияет на наши функции организма, начиная с сердечно-сосудистой и в том числе и на репродуктивную функцию. Те жизненные параметры, которые мог бы организм пустить на улучшение своего состояния, на усиление тех функций, которые у него уже есть, он пускает на то, чтобы бороться вот с этим давлением, которое зачастую мы создаем для него сами в виде лишнего веса. Со стороны репродукции, конечно, увеличение количества лишней жировой массы, оно несет за собой также уменьшение гормонального фона, ослабление его, а уже сниженные нормальные гормоны уже влияют на всю функцию организма в целом. То есть здесь и упадок сил, упадок либидо, упадок мужской силы, как физической, так и психологической. И отсюда же уже протекают те патологии, которые могли бы и не быть у мужчины, ну, в том числе и женщины. Поэтому лишний вес – это, можно сказать, один из главных факторов риска при обследовании, который мы выявляем при обследовании репродуктивной функции мужчин. Расскажите об онкологических заболеваниях. Вот именно сейчас, насколько они в вашей узкой области часто встречаются? Если оно повысилось или, наоборот, понизилась, может быть, статистика? Сейчас, в наше современное время, увеличилось количество исследований, количество методов, которым можно выявить онкологию. И поэтому идет ее рост. То есть лучше обследуем, больше находим. И от этого, конечно, и наши в повседневной работе, рутине эти инструменты появляются, вот, пожалуйста, на кончиках пальцев. Мы скринингово берем у пациентов выше 45-50 лет такой анализ, как ПСА, простат-специфический антиген, его должен знать каждый мужчина после 50, который нам показывает, в каком состоянии простата. И при его кратном увеличении мы можем заподозрить онкологию. Сейчас при подозрении онкологии в течение 3 рабочих дней мы должны сказать, есть онкология или нет. И опять-таки инструменты, те исследования, которые нам помогут в этом, доступны в каждой поликлинике и в районе, и в городах. Вот вы сейчас сказали о том, что качество исследований стало выше, соответственно, заболеваемость, да, статистика тоже растет. Но растет ли при этом и процент излечиваемости? Конечно. Очень много методов лечения, и сейчас это очень актуальная тема у онкологов и у урологов-онкологов. Очень много лучевой, неинвазивной терапии. Иногда бывают такие случаи, когда можно излечиться только лекарственными препаратами, не прибегая к каким-либо хирургическим вмешательствам. Ну и сами хирургические вмешательства стали менее инвазивными, они стали более щадящими. И сейчас, когда мы уже на уровне диспансеризации выявляем пациента, а если пациент проходит диспансеризацию каждый год, то это будет раннее выявление онкологии, то, конечно, это будет намного благоприятнее, чем выявить онкологию на 4-й стадии. Пациента быстро диагностируют, быстро маршрутизируют, и уже в рамках федеральных либо региональных центров проводится конкретное индивидуальное лечение пациента. Назовите главных врагов мужского здоровья. Главный враг мужского здоровья, конечно же, стресс, адинамичный образ жизни и тотальная незабота о себе, что, к сожалению, в наше время очень сильно проявляется. Отсутствие физической нагрузки сказывается в целом неблагоприятно на организм мужчины и в целом влияет на его состояние. Психологическое состояние, психическое состояние тоже влияет на его и гормональный фон, и на физическое его состояние. Те же самые переживания, тот же самый недосып может привести к конкретной патологии со стороны какого-либо органа, какой-либо системы. Со стороны того, что мужчины иногда забывают о себе, сейчас у нас очень динамичный ритм жизни, очень много дел, очень много проблем, очень много вопросов. И в этой суматохе нельзя забывать о себе, о своем здоровье. И, к счастью, сейчас очень много вариантов, когда можно подстроиться под пациента, именно медицинской организации, и провести его обследование буквально в течение дня-двух. И это будет для него достаточно.
Что бы вы порекомендовали, не прибегая к помощи врачей, что могло бы помочь поддержать здоровье? Ну, опять-таки, возвращаясь к тем причинам, главное – это активный образ жизни. Избегайте стресса, гигиена труда и отдыха. То есть, если вы много трудитесь, будьте добры, отдохните, дайте организму своему восстановиться и наполниться жизненными силами. И также в рамках обследования, которое вам нужно пройти, сейчас в каждой поликлинике, будь то город, будь то район, проходит диспансеризация взрослого населения, в рамках которого проходит и диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья мужчин. Что это значит? Вас в приоритете записывают к урологу, либо записывают к тому врачу, кто обучен этим заниматься, вас осматривают, делают предварительные выводы, и если есть какое-то подозрение на патологию или какое-то патологическое состояние, вас дообследуют. Это занимает зачастую 1-2 дня. Но этого достаточно, чтобы прожить в ближайшее время без забот и страхов о своем здоровье. Ренат Талгатович, вот от вас совет. Со скольки лет нужно следить за своим здоровьем мужчинам? С самого раннего возраста. Начиная с перехода во взрослую сеть, это с 18 лет, потому что сейчас реально очень много пациентов, именно молодых, от 18 лет, которые уже наблюдаются у нас с патологией мочевыделительной системы. Всему этому способствует та же самая динамия, когда застой крови в органах малого таза приводит к развитию хронического простатита, а это уже 18 лет. Сидячий образ жизни этому способствует. Также вредные привычки, такие как курение, излишнее потребление алкоголя, тоже ведут к развитию патологии мочевыделительной системы. Ренат Талгатович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как нашим мужчинам нужно заботиться о своем здоровье, что это не в последнюю очередь. Спасибо, и я надеюсь, что вот эта вот неделя, которая стартовала, она получит какие-то и будет плодотворной и результативной. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Ренат Сафин, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.